Время новостей на База ТВ. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Дипломат под прикрытием. Работа магазина беспошлинной торговли «Дипломат Абхазия» в Сухуми вызвала резонанс в обществе. К работе в условиях борьбы с COVID-19 готовы. 20 августа педагогические составы средних школ приступили к работе. Первый контракт с абхазской ракеткой. Нестор Цужба стал амбассадором известного теннисного бренда «Технофайбер». Начнем с эпидемиологической обстановки. Согласно сообщению оперативного штаба, за 19 августа тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 488 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них. В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента, мужчина 90 лет и 2 женщины 43 и 74 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 24 067 человек. Зарегистрировано 357 летальных случаев. Выздоровели 19 408 человек. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Министерства обороны России, прибывшие в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приступили к дезинфекции объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащим сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота предстоит провести специальную обработку инфраструктуры городов Гудаута и Сухум, а именно здания администрации, центральных больниц, сборного призывного пункта, архива Минобороны Абхазии, центральных рынков и других объектов. Продолжаем выпуск. Внутренняя политика. В последние дни ряд оппозиционных политических и общественных организаций выступают с заявлениями, в которых требуют отставки премьер-министра Александра Анкваба, обвиняя его в халатном отношении к жизни и здоровью людей, некомпетентности, провале работы по борьбе с пандемией и решению других жизненно важных вопросов. В связи с этим политическая партия Айтера выступила со своим заявлением, в котором обратила внимание на, цитата, «неясной ситуации, связанной с организованной, массированной атакой на премьер-министра Республики Абхазия, в которой участвует не только нынешняя оппозиция, но и те, кто, цитата, совсем недавно заключил с провластными организациями политический союз, выдавая свои действия за консолидацию общественно-политических сил страны, как поддерживающих власть, так и бывших к ней в оппозиции». Как в частности отмечается в заявлении Айтера, когда соглашение о политическом союзе готовилось к подписанию, у нас были определенные и небезосновательные сомнения в устойчивости такой коалиции. В любой политической системе цели формирования союзов, альянсов, коалиций и прочего предельно четкие. Они должны быть ясны каждому участнику. Но здесь не так. И это обстоятельство на фоне развернутой кампании против Анкваба создает ощущение некой игры. А в играх мы не участвуем. В нашей стране множество реальных проблем в различных сферах. Больших усилий требует защита здоровья граждан. Вот над чем надо работать и искать пути выхода совместными усилиями, а не планировать рокировочки. Это носит деструктивный характер. Конец цитаты. Печальная весть. Республиканское движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» с прискорбием извещают о кончине Анжелы Леонидовны Исаханян, матери героя Абхазии Артура Сергеевича Исаханян, заместителя председателя движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», стоявшей у истоков создания этой организации. Работая в движении «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», мудрая, стойкая и сильная духом, Анжела Исаханян много сил отдавала для реализации социально-психологических проектов по защите семей погибших и пропавших без вести и увековечиванию памяти воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Республики Абхазия, говорится в тексте соболезнования. Республиканское движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» приносит искренние и глубокие соболезнования членам семьи, родным и близким. К другим темам. Сухумский городской суд продлил срок домашнего ареста в отношении Дениса Кови на 2 месяца.
всего на 7 месяцев, то есть до 21 октября 2021 года включительно. Об этом сообщается на сайте суда. Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы Госкомитета по репатриации Беслана Атбар, директора ООО «Ремстрой-2012» Амирана Лакербая и инженера по технадзору Фонда репатриации Дениса Кови. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Абхазтоп прогнозирует повышение цены одного баллона газа с 680 до 1100 рублей, рассказал в интервью журналистам главный экономист РУП Абхазтоп Валерий Антонов. В прогнозируемую стоимость в 1100 рублей входит также доставка и выгрузка у дома. За эту услугу берут 70 рублей. Абхазия закупает газ в России. Как и в случае с топливом, цены на газ в России повысились. С этим связаны прогнозы на повышение стоимости газа в республике. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 августа составила 8025 рублей, сообщает Госкомстат Абхазии. Сюда входят продовольственные товары на сумму 5489 рублей, непродовольственные – 1573 рубля, платные услуги, налоги и обязательные платежи – 963 рубля. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13,3%. Дипломат под прикрытием. Работа магазина беспошлинной торговли «Дипломат Абхазия», который располагается в Сухуми, вызвала резонанс в обществе. Во-первых, факт существования дьюти-фри внутри страны. Во-вторых, причастность, пусть неофициальная, к торговой точке депутатов Народного собрания. Наши корреспонденты попытались разобраться, насколько законна подобная деятельность. Смотрите специальный репортаж Марианны Котовой. Магазин с яркой вывеской «Duty Free» располагается прямо напротив российского военного городка в Сухуми. Официально в документах он называется «Дипломат Абхазия» и работает с 26 июня 2021 года. Но о его открытии информация нигде не прозвучала. До тех пор, пока в агентстве Аяшра не появилась новость о Duty Free в центре столицы. Редакция Абаза ТВ решила выяснить, на основании какого документа было выдано разрешение на работу магазина беспошлинной торговли внутри страны. Начали с положения о работе магазинов беспошлинной торговли от 2002 года. Об этом в своем интервью агентству Аяшра упомянул бывший сотрудник таможенного комитета, сегодня активный общественный деятель Тенгиз Джопуа. В соответствии с действующим национальным законодательством, и не только нашим национальным законодательством, вообще общемировой практикой, такие торговые объекты обязательно могут быть размещены только непосредственно рядом с государственной границей, на автомобильных шоссейных переходах, морских портах, аэропортах, открытых для международного сообщения. Обязательное условие размещения этих магазинов, что товар, реализованный внутри с этого магазина, должен покинуть таможенную территорию страны. С 13 августа телеканал Абаза ТВ пытался получить информацию, касающуюся работы этого магазина. Но только к 19 августа таможня дала ответ после личного обращения к председателю. Как выяснилось, магазин «Общество с ограниченной ответственностью «Дипломат Абхазия» был открыт согласно указу президента Сергея Багапша от 2009 года и положению от 2020. Правовые основы порядка выдачи лицензий на учреждение магазина беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств и магазинов беспошлинной торговли, располагающихся на КПП ПСО, регламентируются разными нормативно-правовыми актами. Так, порядок выдачи лицензий на учреждение магазина беспошлинной торговли, располагающийся на КПП ПСО, определяется постановлением Кабинета министров Республики Абхазия за номером 59 от 3 апреля 2002 года. Дополнительно также информируем вас о том, что все требования к обустройству магазина беспошлинной торговли, указанные в нормативно-правовых актах, регулирующих данный предмет деятельности, порядок выдачи лицензии, организация работы магазина беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств, они были соблюдены участникам внешнеэкономической деятельности на момент получения разрешительного документа, а именно лицензии на данный вид деятельности. За время функционирования магазина беспошлинной торговли для иностранных дипломатических представительств нарушений выявлено не было, никаких заявлений в адрес таможенных органов от граждан не поступало. Также согласно нормативно-правовым актам, регулирующим предмет нашего с вами сегодняшнего обсуждения, так называемыми покупателями в магазине беспошлинной торговли для дипломатических представительств могут выступать лишь те лица, которые являются обладателями дипломатических паспортов, карт, при наличии соответствующей аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия.
По словам пресс-секретаря таможенного комитета, покупателями дьюти-фри ООО «Дипломат Абхазия» могут быть дипломатические работники, аккредитованные в МИДе Абхазии. Поэтому мы решили выяснить, сколько аккредитованных дипломатов в Абхазии сегодня. В настоящее время выдано действующих карт порядка 60 штук. Их количество постоянно варьируется, так как сотрудники, у которых заканчивается командировка, либо же они возвращаются в страну проживания, кто-то приезжает вновь, и уже мы их аккредитуем. То есть этот процесс происходит ежедневно. Но, как оказалось, существуют ратифицированные международные соглашения, которые превалируют над законами отдельной страны. И поэтому представители государственных органов иностранного государства приравниваются к дипломатическим агентам и пользуются привилегиями, в том числе делать покупки в дипломатическом магазине. Привилегии, предусмотренные Венской конвенцией, распространяются на личный состав Объединенной российской военной базы, представителей пограnuправления ФСБ России в Абхазии, сотрудников, а также представителей Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия, должностных лиц специализированного таможенного органа ФТС России, сотрудников торгового представительства Российской Федерации в Республике Абхазия. Данные привилегии предусмотрены международными соглашениями, которые подписаны Республикой Абхазия в 2009-2010 году. В соответствии с данной конвенцией они освобождаются от уплаты таможенных пошлин, платежей и других иных косвенных либо же налоговых сборов. Тем самым получается, что список клиентов магазина существенно расширяется. По словам директора Сухумского дьюти-фри Андрея Кияна, у них закупаются почти все жители военного городка, а также сотрудники международных организаций. Принцип работы нашего магазина заключается в том, что мы обслуживаем только дипломатов, находящихся на территории Республики Абхазия, также дипмиссия, которая находится также на территории Республики Абхазия. К дипломатам приравнены, то есть российское посольство, посольство Южной Осетии, посольство Приднестровья, которое у нас здесь есть, также дипмиссии, которые находятся на территории Республики Абхазия. Это, например, ООН, сотрудники ООН, сотрудники ОБСЕ, Красного Креста или военнослужащие, которые несут военную службу на территории Республики Абхазия. Это 7-я военная база, также это еще плюс состав ФСБ. Когда приходит кто-то из дипломатов, он предоставляет, сотрудники ознакомливаются с ними, проверяют, читают, все в порядке, реализуют нашу продукцию. Пока мы находились в дьюти-фри, ни одного покупателя не застали. Продавцы говорят, время неподходящее. Народ приходит в основном в обед и после работы. С семьями иногда приходят, но так как военнослужащие, они с семьями здесь живут, в основном с семьями приходят. Детям конфетки, сами шоколадки, духи и так далее. Как рассказывает продавец-консультант дьюти-фри Гурам Богатели, к ним случается, заходят местные жители и хотят приобрести товары, но сотрудники магазина объясняют правила торговли и отказывают в покупке. Даже близким родственникам и друзьям, как бы те ни просили, они не имеют права реализовывать беспошлинный товар. Да, спрашивают, почему, мы также объясняем. У нас просто дип duty-free называется. Люди понимают без проблем, как бы. То есть никаких таких случаев, чтобы как-то они на нашем языке выражаясь хибишевали, ничего такого не было. В одном из пунктов положения магазина для дипломатов говорится, что подтверждением факта продажи товаров, реализуемых в магазине, является документ, составленный в 2 экземплярах, который должен содержать следующие сведения: реквизиты магазина и указания о том, что товар продан в режиме беспошлинной торговли, порядковый номер и дату продажи, информацию о проданном товаре, наименование, количество, стоимость единицы, общую стоимость покупки, имя и фамилию покупателя, подпись покупателя, подтверждающую приобретение товара. Первый экземпляр документа выдается покупателю, второй является бланком строгой отчетности. Генеральный директор магазина с официальным названием «Дипломат Абхазия» и вывеской «Дьюти-фри» рассказал, что никакой строгой отчетности у них не ведется. Ник решил, что он, да, подходит, я продам. Или же вы куда-то вносите в какую-то базу, то, что этот покупатель конкретно у вас купил? Нет, мы не фиксируем. Сотрудник не просто смотрит, он же не просто смотрит, там, что там просто какой-то документ, то есть он проверяет.
дипломатический паспорт это или нет. То есть ему какой-то там обычный паспорт, если принесут, да, там, внутренний паспорт или еще что-то, он по нему не продаст никогда в жизни. Все документы, подтверждающие покупки, руководство магазина обязано предоставить в ходе проверки, которую осуществляют сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможенной службы. Но пока таких проверок не проводилось. Необходимы они для того, чтобы пресекать факты продажи беспошлинных товаров жителям республики. Таким образом, закон оберегает местный бизнес и бюджет, куда поступают налоги от торговой деятельности. Ведь магазины беспошлинной торговли не облагаются рядом налоговых платежей. Согласно действующему налоговому законодательству Республики Абхазия, магазины беспошлинной торговли подлежат налогообложению по обычной схеме администрирования, за исключением ряда освобождений. Согласно закону о налоге на добавленную стоимость, магазины беспошлинной торговли освобождены от НДС. Также, согласно закону Республики Абхазия о налоге на прибыль предприятий, ставка налога на прибыль предприятий, если в обычном предприятии, в обычном магазине это 18%, то в данном случае у них ставка налога на прибыль 15%. Это предусмотрено налоговым законодательством, в частности законом о НДС и о налоге на прибыль предприятий и организаций. Согласно положению о магазине беспошлинной торговли, на основании которого работает дьюти-фри «Дипломат Абхазия», здесь возможна реализация мелкого опта. А значит, не исключено, что товар из этой торговой точки может попасть на абхазский рынок, минуя налоговую. В этом случае продавец получит сверхприбыль, а бюджет – ничего. Именно поэтому регламент работы дьюти-фри четко прописан во всех странах. Об этом и говорил в интервью агентству Аяшера Тенгиз Джопуа. Я опасаюсь того, что открытие этого магазина вот здесь, внутри страны, создаст некий коридор, возможность людям не совсем добросовестным опять открыть вот этот поток импортной продукции без уплаты каких-либо платежей, без какой-либо налоговой нагрузки на внутренний рынок страны. А это в конечном итоге приведет к подавлению добросовестных импортеров, отечественных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Проанализировав всю собранную информацию, можно прийти к выводу, что создание магазина беспошлинной торговли ООО «Дипломат Абхазия» внутри страны вроде бы не противоречит законам. Его работа регламентирована различными нормативно-правовыми актами. С какой целью и под кого они принимались в разные годы – другой вопрос. Мария Котова, Сасрыкова Гухава, Рамукамки, Абаза ТВ. И еще статистика. С января по июнь 2021 в Абхазии родилось 611 детей, сообщили Абснепресс в Минздраве республики. 290 родившихся в первом полугодии года девочки, 321 мальчик, 370 родившихся детей абхазы, 41 русские, 74 армяне, 91 грузины, 35 других национальностей. К работе в условиях борьбы с COVID-19 готовы. 20 августа педагогические составы средних школ приступили к работе. Идет набор в первые классы, составляются планы обучения и, главное, в них работа в условиях пандемии. В каком режиме будут работать школы, пока неизвестно, однако в них уже идет активная подготовка к учебному году. Так же, как в благотворительном фонде «Керас», где проводят традиционную акцию «Счастливое 1 сентября». Все подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. Это совещание учителей во второй школе, на котором распределяется классное руководство, классы, часы. Коллективу представляют новых учителей, а также обсуждают планы на новый учебный год. Как рассказывает директор школы Ирина Павирскер, все педагоги надеются, что этот год будет проще двух предыдущих для учителей, детей и родителей. Как решит Минздрав и наши врачи, выпускать нас 1 сентября или нет, но это уже обстановка покажет, мы ничего сказать не можем. Учителя готовятся к началу учебного года, все планы тематические, приблизительно, конечно, мы долговременно, как раньше делали, не можем составить, но хотя бы на первое полугодие. Во второй школе уже набраны первоклассники. Начиная с прошлого года количество человек в классе строго ограничено. В этом году нам пришлось набрать 5 первых классов, чтобы соблюсти все требования санэпидстанции. И, конечно, помещений у нас не хватает. Как-то мы в этом году разместили эти классы. Конечно, наша школа занимается в 2 смены. Есть классы очень перегружены. В среднем наполняемость классов 28-29 человек. А первые классы и вторые
после эпидемии у нас 20-22 вот так. Как сообщила директор второй школы имени Пушкина, на данный момент 50% штата уже вакцинировались от коронавируса. В первую очередь это сделали учителя старшего поколения, те, которым за 60 и даже 70 лет. Сейчас в школе в классе, подаренном Росатомом, проходят курсы повышения квалификации для учителей информатики. Проводит их представитель Тамбовского государственного университета в рамках соглашения между городами-побратимами Сухумом и Тамбовом. К 1 сентября здесь готовятся, несмотря на неопределенность. Точно так же поступают в благотворительном фонде «Киарас». Акция «Счастливое 1 сентября» помогает собраться в школу нашим юным соотечественникам из менее обеспеченных семей. В том году наша организация охватила порядка 800 детей. И в этом году также ожидаем в таком количестве сбор. Также осуществляем, то есть нам перечисляют на расчетный счет. Также сами наши граждане покупают канцелярские товары, приносят нам. Вот как вы видите, уже сбор начался. Многие сами приносят, жертвуют канцелярию, учебники, портфели, то есть разные школьные принадлежности. Бывает, что по желанию готовы там одежду. Вот в том году были тоже такие моменты. Мы установили ящик для канцелярии в магазине канцелярии Удгебе, расположен по улице Айдгалара. То есть любой желающий может также пожертвовать, купив канцелярию. Также «Киарас» проводит конкурс на своей странице в Инстаграм среди благотворителей. В этом году акцию «1 счастливое сентября» мы проводим в тематике фильма «Гарри Поттер». Знаю, что многие смотрели этот фильм, любят, и мы решили провести конкурс на нашей страничке в Инстаграме. Разыгрывается вот такая палочка Гарри Поттера, она волшебная. Для участия в конкурсе нужно внести сумму от 500 рублей и выше, это уже на усмотрение каждого, отметить нашу страничку у себя в соцсетях, и 5 сентября мы проведем итоги конкурса, и уже вот среди наших благотворителей, которые приняли участие в этом конкурсе, будет разыграна как раз-таки вот эта волшебная палочка Гарри Поттера. Как нам сообщили в Министерстве просвещения и языковой политики, совещание Координационного штаба, итогом которого станет решение о режиме нового учебного года, пройдет на следующей неделе. Элеонора Гилаян, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с организацией движения против голода продолжают на телеканале Абаза ТВ еженедельный цикл передач «Школа фермера», где агрономы делятся полезными советами по ведению сельского хозяйства. Сегодняшний выпуск «Школы фермера» посвящен сбору урожая в яблоневом саду. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН совместно с организацией движения против голода представляют на телеканале Абаза ТВ еженедельный цикл передач «Школа фермера», где наши агрономы будут делиться полезными советами по ведению сельского хозяйства. Тема выпуска – сбор урожая в яблоневом саду. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами находимся в яблоневом саду интенсивного производства. Желание любого фермера вырастить плодовую продукцию высокого качества. А как мы знаем, эффективность выращивания высококачественной плодовой продукции напрямую зависит от множества факторов, таких как почвенно-климатические условия, районирование высокопродуктивных и устойчивых к вредителям и болезням сортов, применение правильной агротехники, интегрированной защиты растений и тому подобное. Но хочется отметить в этой цепочке весомое значение сбору урожая. Сбор урожая является заключительным этапом в процессе выращивания плодов. Он определяет качественные и количественные показатели выращиваемой продукции. Уборке обязательно должна предшествовать подготовительная работа. И именно подготовительная работа обеспечивает своевременный и правильный сбор плодов.
Но прежде чем приступить к сбору урожая, в саду обязательно нужно провести определение предварительного урожая. Предварительный урожай определяют по общепринятой методике – выборочным методом. Чаще это проводится по диагонали. Обследуются деревья одного сорта на определенной площади, полученные данные суммируют. Затем полученная сумма делится на количество обследованных образцов. Тем самым мы получаем средний урожай с одного корня. В последующем средний урожай с одного корня мы умножаем на количество деревьев на заданной площади. Таким образом мы определяем средний урожай данного поля. К предварительным мероприятиям, предшествующим уборке, относятся заблаговременное прекращение обработки насаждений ядохимикатами, своевременное прекращение полива в орошаемых садах, скашивание травостоя. Сроки сбора урожая играют очень важную роль. При преждевременном сборе урожая в плодах еще не накопилось достаточного количества питательных веществ. То есть в нем пока еще много крахмала, клетчатки, протопектина и других не столь ценных веществ. А поздний сбор не менее вреден с хозяйственной точки зрения, поскольку в процессе сбора урожая оказывается много падалицы. А при хранении же уменьшается масса плода и снижается их качество. В зависимости от направленности использования плодов бывают различные степени зрелости плодов: съемная, техническая, потребительская и физиологическая. Существует множество показателей для определения съемной зрелости. Число дней от цветения до созревания, определенные оттенки вкуса и аромата плодов, твердость кожицы и мякоти, размер плода, развитие и окраска семян и тому подобное. Среди этого перечня наиболее приемлемым является йодокрахмальная проба. А сейчас я вам продемонстрирую, как проводится йодокрахмальная проба. Для этого мы берем от 1,5 до 2 килограмма плодов, не менее чем с 5 контрольных деревьев, разрезаем их пополам и опрыскиваем раствором люголя. И выжидаем от 3 до 5 минут. В зависимости от содержания крахмала и его локализации в плодах, на срезах появляются темно окрашенные участки. Йодокрахмальную пробу нужно проводить каждые 5-6 дней за 3-4 недели до средней многолетней даты сбора плодов. Содержание крахмала оценивают по следующей шкале. 5 баллов. Вся поверхность среза от семенной камеры до кожицы плода черно-синего цвета. 4 балла. Незначительные участки поверхности среза не окрашены. 3 балла. По всей поверхности среза на темном фоне появляются просветы. Под кожицей слой мякоти остается темно окрашенным. 2 балла. Темное окрашивание под кожицей и незначительное потемнение отдельных участков мякоти. 1 балл. Незначительное потемнение только под кожицей. 0 баллов. Вся поверхность среза светлая. В зависимости от назначения партии плодов, сбор яблок проводят при различном содержании крахмала. Для длительного хранения большинства сортов следует использовать плоды с оценкой выше 3-4 баллов. Для краткосрочного – 1-2 балла. Для транспортировки – 2-3 балла. Содержание крахмала в 1 балл свидетельствует о наступлении потребительской зрелости плодов. При съеме урожая плоды обхватывают ладонью, нажимают большим пальцем и приподнимают немного вверх. И таким образом мы аккуратненько снимаем плод с веточки. Небольшой мастер-класс, как своими руками можно сделать вот такую интересную для сбора урожая
конструкцию. Берется вот такая палочка, я взяла ее, в принципе, из дома, это моя бывшая швабра. Надевается на нее пластиковая бутылочка. Прежде мы сперва ее разрезали и сделали вот такую выемку. Здесь, значит, мы цепляем здесь плодоножку, а плод аккуратно попадает вовнутрь. Значит, сейчас мы попробуем собрать урожай. Вот. Там, где мы не достаем, вот такой нехитрой конструкции, мы направляем туда бутылочку, нажимаем немножечко, даем упор. Так, и именно вот эта выемка должна попасть. И вот таким образом, без каких-либо повреждений, можно собрать урожай. Собранный урожай перекладывается в пластиковые или деревянные контейнеры и отправляется в хранилище. Ну что ж, дорогие телезрители, сделаем небольшое заключение. Для сбора урожая нужно всего лишь лестница, нехитрое устройство, ящик, ведро и наши умелые ручки. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, смотрите наши ролики и богатого вам урожая. Советские стройки 20 века в Абхазии. Это авторский проект Рады Аргун и Виолы Кукоскир. Это серия документальных фильмов о самых интересных стройках советского времени в Абхазии с точки зрения их масштабности и последующего влияния на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь нашей страны. Фильм первый выйдет в нашем эфире в субботу, 21 августа в 19:30. В нем рассказывается о строительстве международного аэропорта имени Владислава Ардзенба. Сухумский аэропорт – любимое место российских блогеров, любителей эпатажных тем об апокалипсисе и наша боль, и неумирающий символ надежды на возрождение, экономические и туристические взлеты. Это история о его создании, о периоде расцвета, стагнации и мечтах о будущем. Советское прошлое оставило нам один из самых важных объектов нашей страны. В 50-х годах XX века было принято решение о строительстве Сухумского аэропорта. И уже в середине 60-х русло Малого Кодора и его близлежащих окрестностей преобразилось, и в этом местечке под названием Бабушера в 18 километрах южнее Сухума в небо взлетел первый пассажирский самолет. Это авиационная энциклопедия в лицах. Тут, начиная от первых... От Гагарина? Никакой Гагарин. Со времен развития авиации. Это совсем давно было. Кодор отступает на восток, в ту сторону. Но основание здесь похоже на это, потому что растительный слой где-то метр, полтора-два местами. Вот в Эстонке, я знаю, там 30-50 сантиметров, потому что Кодор рядом, а внизу балласт. Он наш ровесник. Самолет Ан-2 был разработан Константином Антоновым в Новосибирске в 1948 году. 1948-1949 год – это первый подъем этого самолета тогда состоялся. И вот эта машина уже больше 50 лет, нет, вот почти больше 70 лет летает почти по всему миру. И вот летает прекрасно, еще замен ее, как и нам, еще долго не будет. Не в силе счастья, а в чести, в совести напишут песни, напишут повести. Дай Бог здоровья, полетов радости военно-воздушным силам Абхазии.
Первый контракт с абхазской ракеткой. Французский производитель теннисного инвентаря компания Technifiber оказывает спонсорскую помощь 8-летнему абхазскому теннисисту Нестору Цужба и планирует открыть в республике представительство. В мире большого спорта такое сотрудничество не редкость, но в Абхазии Нестор Цужба – первый теннисист, которому оказана такая честь. Подробности у Надежды Боровиковой. Нестору Цужба 8. Большим теннисом он занимается с 3 лет. Вначале родители просто хотели чем-то занять досуг очень активного сына. На ум пришел большой теннис, потому что папа Нестора Давид в детстве тоже увлекался этим видом спорта. Елизавета Куция сначала не хотела тренировать такого малыша. В большой теннис приходят минимум в 5 лет, но родители убедили, что мальчик сможет. И не ошиблись. Было сложно, потому что он был меньше всех, и у него сначала хуже всех получалось, соответственно, да. И он часто расстраивался, приходилось его очень часто успокаивать, пытаться немножко развеселить для того, чтобы продолжить тренировку. Но, тем не менее, через какое-то время, когда ему уже исполнилось 5 лет, я его смогла перевести даже в среднюю группу, потому что он настолько хорошо прогрессировал и быстро, что ему уже было неинтересно в младшей группе. В 7 лет Нестор впервые принял участие в абхазском турнире. Самому младшему участнику пришлось нелегко. У старших ребят больше опыт и сила удара, но Нестор занял 3-е место. Елизавета Куция поняла, что можно пробоваться и на российских турнирах. И там победы не заставили себя ждать. Он выиграл турнир в одной из, не побоюсь этого слова, лучших теннисных школ, «Жемчужина» называется, в центре Москвы. Конечно, были люди очень удивлены, которые играли с ним. Как так? Из маленькой Абхазии приехал теннисист и победил. Ну, потом были еще дальнейшие выезды. Был командный чемпионат в Химках, оранжевый мяч. И там наша пара тоже во главе с Нестором заняла 1-е место. Тоже это была такая фееричная победа. Очень, очень эмоционально, очень сложная. Игру Нестора Цужба заметили и оценили российские представители компании Technifiber, французского производителя спортивного инвентаря для тенниса. Связавшись с родителями в соцсетях, они предложили оказывать Нестору спонсорскую помощь. Бренд Technifiber – это один из на сегодняшний день топовых. То есть это ракетками и струнами этой фирмы играют Данил Медведев, это 2-я ракетка мира. Касаткина играет, Ига Швентек играет, наша Лена Авицба играет. То есть вообще первый раз ракетку Technifiber я увидел у Алены. Что это будет включать в себя? То есть в течение года они будут снабжать, так скажем, его инвентарем. Это ракетки, это сумки, это струны, это намотки, виброгаситель. В общем, все, что нужно для спортсмена. Такое взаимовыгодное сотрудничество – традиционная практика во всем мире. Компании-производители поддерживают талантливых спортсменов, а те взамен обеспечивают бренду рекламу, выступая и, что важнее, побеждая на турнирах с их инвентарем. В Абхазии такой контракт с молодым теннисистом случился впервые. Мне подарили вот эти 3 ракетки на выбор. Мне сказали, что вот из-за вот этой у нее вот баланс вот какой-то. Так вот они абсолютно одинаковые, а вот это нет. И мне больше всех вот это понравилось, потому что я играл клэшем, она больше всех похожа на клэш. Родители Нестора очень стараются дать ему возможность развиваться в большом теннисе профессионально. Для этого семье, скорее всего, придется большую часть следующего года жить в России. Тренер не скрывает, что будет очень скучать по своему лучшему ученику, но вместе с тем признает, что через год-два у Нестора в Абхазии может просто не оказаться соперников. Ни в коем случае нельзя путать физкультуру со спортом высших достижений. За год кардинально поменялось просто наше вообще мировоззрение именно с этим видом спорта, что связано. И жертвуем многим, пытаемся попробовать. Не знаю, если мы не попробуем, мы будем себя всю жизнь потом ругать, что мы не попробовали. В январе месяце он начинает играть российский теннисный тур. Это уже очень серьезные соревнования, где идет рейтинг спортсмена. Чем выше рейтинг, тем больше шансов, чтобы тебе на пути встретились нужные тебе люди. Каждый день Нестор тренируется дважды, по 2 часа, но ему всегда мало. Если тренер дает ему выходной, он расстраивается, звонит по несколько раз в день, чтобы узнать, почему нет
нет тренировки. Дома он тоже не расстается с ракеткой и мячиком, делает упражнения и читает журналы про теннис. Что Нестор не любит, так это поражение в турнирах. Всегда хочет вернуться и взять реванш. И пока что у него получается. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Юный футболист из Абхазии Лаша Цулая зачислен в Академию футбола Крыма. Как отмечается на официальном сайте Академии, кандидатов в академики просматривала специальная комиссия, составленная из руководства и тренерского штаба. Далее их тестировали на уникальном футбольном тренажере, после чего юные спортсмены сдавали нормативы по бегу и прыжкам с места и, конечно же, показывали свои футбольные навыки. После июньских просмотров спортсмены допускались к индивидуальному отбору, который прошел в начале августа. По итогам серии отборов в Крымскую академию был зачислен воспитанник Будаутской Рицы Лаша Цулая. Завершился республиканский турнир по теннису, посвященный памяти первого президента Федерации тенниса, героя Абхазии Салыбея Аки Ардзенба, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. В нем приняли участие около 50 спортсменов из городов и районов республики. Победители определялись в разных возрастных категориях. Победители и призеры награждены грамотами, медалями и кубками. Главный судья турнира, судья первой категории РТТ Саид Беби. Сейчас о погоде в республике. В выходные дни 21 и 22 августа в Абхазии переменная облачность, днем преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы возможны кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха ночью 24, днем до 29 градусов, температура морской воды 27 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире и удачных выходных.